Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Республикалык штабтын пресс-борборуна брифингди баштап жатабыз. Жаш балдар арасында коронавирус инфекциясынын белгилери, аларды дарылоо жана алдын алуу, Кыргызстандагы оорулардын статистикасы. Бул жөнүндө Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун башкы дарыгери Жетибаева Айна Бапаевна айтып бермекчи. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о ходе о COVID-19 у детей, статистики расскажет главный врач Национального центра охраны материнства и детства Жетибаева Айна Бапаевна. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые граждане. Я хотела бы поделиться информацией на сегодняшний день по COVID-19 среди детей, получивших стационарное лечение в Кыргызской Республике. За период с марта 2020 года по настоящее время зарегистрировано 2094 случая детей, заболевших COVID-19 и получивших лечение в стационарах республики. Из общего числа заболевших детей находились в стационарах в городе Бишкек 807, в том числе в инфекционной больнице 385, в НЦУ-МИД 287, в Национальном центре онкологии и фтизиатрии 46, в железнодорожной больнице и Национальном хирургическом центре 5, Кыргызско-турецкой больнице 13, в Национальном госпитале 16, в городской клинической больнице номер 6 18, в первой больнице 25, в родильном доме номер 2 4 случая, в городе Ош 124, в Баткенской области 73, в Джалабадской области 134, Исыкульской области 145, Нарынской области 98, Ошской области 342 случая, Таласской области 20, Чуйской области 351. По возрасту распределение больных было следующим образом. До года это 311 случаев, это 14,8%. От года до 4 лет 624, это составило 29,8%. От 5 до 15 лет 759, 36,2% случаев. От 16 до 18 лет 400 случаев, это 19,2%. Всего лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 это 1082 случая, 51,6%. В 1012 случаев, это 48,4%, диагноз был выставлен на клинических проявлениях инфекции. По тяжести состояния поступали дети в состоянии средней тяжести, это в 24,5%, в тяжелом состоянии в 16,5%, в крайне тяжелом состоянии больных в 1,7%. Осложненные течения заболевания выявлялись в 37,5% случаев. Летальный исход был зафиксирован в 6 случаях. Это составило 0,4%. Случаи имели место в НЦУ-МИД, в Национальном центре онкологии, в клинике Ошгул, в Ошской межобластной детской клинической больнице, в Джумгальской территориальной больнице и территориальной больнице города Ош. Позвольте напомнить определение. Коронавирусная инфекция – это инфекционное опосредованное заболевание, которое вызывается коронавирусом, протекает в различных вариантах от бессимптомного носительства вируса до терминальных состояний. Оно характеризуется развитием клинической картины не только острой респираторной инфекции, но и зачастую происходит поражение легких, нервной системы, включая структуры головного мозга, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, эндокринных органов, органов репродуктивной системы, кожи. Интоксикация сопровождается. В осложненных случаях развивается синдром диссеминированного воспалительного синдрома, подострого течения и развитие полиорганной недостаточности. Возможность ковид следует рассматривать прежде всего у больных с лихорадкой и респираторными симптомами, пневмониями, без каких-либо других причин. Путями передачи являются воздушно-капельные, это при кашле, чихании, разговоре. На амбулаторном уровне проводят лечение
детей это с такими проявлениями, как поражение верхних отделов дыхательных путей, это такие как кашель, боль в горле, насморк, чихание, сопровождается умеренными симптомами интоксикации, лихорадка, слабость, миалгия. В некоторых случаях может не быть лихорадки или может наблюдаться только симптомы гастроинтестинальные. Это тошнота, рвота, боль в животе и диарея. При средне-тяжелом течении уже все вышеперечисленные симптомы сопровождаются лихорадкой выше 38,5 градусов Цельсия, развивается пневмония, врач уже выслушивает аускультативно хрипы, но явных признаков дыхательной недостаточности не наблюдается, одышки и гипоксемии, сатурация выше 93%. По возрастам может наблюдаться учащенное дыхание. В возрасте младше 2 месяцев это более 60 вдохов в минуту, в возрасте от 2 до 12 месяцев более 50 вдохов в минуту, в возрасте от года до 5 лет более 40 вдохов в минуту и никаких признаков тяжелой пневмонии. При тяжелом течении уже симптомы острой респираторной инфекции в начале заболевания, они могут сопровождаться далее с симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. Зачастую это, вот как я указывала, диарея, рвота. Заболевание начинает прогрессировать в течение недели, появляются признаки дыхательной недостаточности, одышка с центральным цианозом и сатурация падает ниже 93%. Появляются признаки пневмонии, втяжение грудной клетки и учащенное дыхание. И крайне тяжелое течение – это прогрессирует тяжелая дыхательная недостаточность и развивается острый респираторный дистресс-синдром. Зачастую требуется проведение ИВЛ. Могут появляться симптомы шока. Это холодные конечности, снижается время капиллярного наполнения выше 3 секунд, слабый частый пульс. При амбулаторном или дистанционном консультировании методами являются, в ЦСМах, в ГСВ, в ФАПах дают родителям телефонные контакты, это семейные врачи или педиатры, для дистанционного консультирования. Также даются телефоны горячих линий. При дистанционном консультировании используется видеосвязь, это WhatsApp, Zoom или Skype, и согласие пациента. При проведении уже стационарного лечения это происходит оценка возможностей родителей или ухаживающих лиц за ребенком самостоятельно выполнять мониторинг имеющихся систем. И говорим обратиться за медицинской помощью при появлении опасных признаков. Оцениваем домашние условия и социальные факторы, оцениваем, подходят ли жилищные условия для ведения пациента на дому и способствуют ли они выздоровлению. И проводятся ли меры самоизоляции в течение всего периода заболевания. Остановлюсь на опасных признаках болезни у детей, которые требуют немедленной госпитализации. То есть родители должны обращать на это внимание. Опасные признаки у новорожденных и младенцев раннего возраста – это дети до 2 месяцев. Следующие. Наличие одного или более из ниже перечисленных признаков. Это если ребенок плохо сосет грудь, есть судороги, сонливость или отсутствие сознания, стонущее дыхание, учащенное дыхание, 60 или более дыханий в минуту, выраженное втяжение грудной клетки, если мама наблюдает, есть, если желтушность ладоней и подошв, и если лихорадка выше 38,5 градусов Цельсия, если наоборот низкая температура тела, например, меньше, чем 35,5 градусов Цельсия, отсутствие движений и движение только при стимуляции, центральный цианоз. У детей в возрасте до 2 месяцев все это является показанием госпитализации. Общие признаки опасности у детей от 2 месяцев до 5 лет – это наличие одного или более из ниже перечисленных признаков. Это если ребенок не сосет грудь или не может пить, если появляются судороги,
Также, если есть рвота после каждого питья или приема пищи, если ребенок летаргичный или без сознания, у детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет, это все является показанием госпитализации. Поэтому при дистанционном консультировании уточняем наличие опасных признаков в зависимости от возраста. Если имеется хотя бы один из общих признаков опасности, то рекомендуем вызвать неотложную помощь по 103. Если нет общих опасных признаков опасности, то проводим онлайн-консультирование с использованием по возможности видеозвонка через доступные для родителей гаджеты. Выясняется, не был ли контакт с больным COVID-19, узнаем о посещении общественных мест, узнаем, какие лекарства самостоятельно давали ребенку, в какой дозе и сколько раз. Также предлагаем родителям измерять температуру тела. Дистанционный онлайн-осмотр проводится в светлой комнате или возле источника света. Это вот семейный врач или врач ГСВ проводит, или педиатр. Зачастую предлагают раздеть ребенка для онлайн-осмотра. Также оцениваются кожные покровы, движение грудной клетки, реакция ребенка на осмотр. И наблюдение пациента на дому возможны при возможности изолировать ребенка с подозреваемой или подтвержденной инфекцией COVID-19, по возможности отдельная жилая зона с частым проветриванием и дезинфекцией. Также ограничивается количество лиц, которые ухаживают за ребенком. Необходимо соблюдать респираторную гигиену рук и носить медицинскую маску. Также избегать контакта с другими детьми, пожилыми родственниками и людьми с ослабленным иммунитетом. Пациенты и члены их семей должны носить маски. Температуру рекомендуем измерять 2 раза в день, утром, вечером, и внимательно следить за любыми изменениями состояния пациента, то есть за появлением опасных признаков. Значит, на дому лечится течение легкой степени COVID-19 у детей и подростков. Это чаще всего рекомендуем симптоматическую терапию. Проводится регидратация, то есть частое обильное теплое питье, частое проветривание рекомендуем. Рекомендуем проведение гигиены кашля и рук. Если ребенок на грудном вскармливании, частое кормление грудью. При повышении температуры от 38 градусов Цельсия и выше назначает семейный врач или педиатр. Это жаропонижающие средства, такие как парацетамол и ибупрофен. И доза рассчитывается соответственно возраста и веса. Для смягчения кашля, опять же, рекомендуем мамам частое кормление грудью, теплое, дробное, обильное питье. При наличии бронхообструкции медицинский работник, врач обучает проведение алгоритма с альбутамолом в виде дозированного аэрозольного ингалятора. Также я хотела бы остановиться на мерах профилактики, которые зачастую у нас до сих пор не соблюдаются. Сейчас жаркая погода, да, невозможно обойтись без прогулок. Необходимо и обязательно совершать прогулки с детьми, то есть выводить детей на улицу необходимо, но при этом нужно объяснять, какие правила они должны соблюдать. Это по возможности сохранять социальную дистанцию, желательно не менее 2 метров. Если ребенок не может ее соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет тесного общения. Также важно объяснять детям, что они ни в коем случае не должны во время прогулки или нахождения на улице или в помещении, в общественном месте, нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это является дополнительным фактором распространения инфекции. Приучайте детей с самого раннего возраста к соблюдению правил личной гигиены. Мы должны постоянно воспитывать любовь к чистоте личным примером. То есть мы должны показывать родителей, что надо чаще мыть руки с мылом, показывать это детям и показывать, как правильно это делать. Всегда надо мыть руки после прогулок с ребенком, после игр, перед едой и после посещения туалета. То есть это отработать такой алгоритм надо у ребенка. Объяснять
надо детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни. Дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи. Их тоже необходимо своевременно продезинфицировать после прогулки, катания на горках, после тренажеров и так далее. А по возвращении домой рекомендуется не просто вымыть руки и лицо с мылом, но и желательно принять душ или искупать ребенка. Согласно санитарным и эпидемиологическим требованиям, дезинфекция детских площадок проводится. Она проводится в отсутствии детей. Конечно, играть на таких обработанных ДЭС-средствами площадках безопаснее, но тем не менее уровень безопасности зависит от количества детей, которые находятся там одновременно. Для профилактики всегда носите с собой в сумке одноразовые салфетки, прикрывайте ими рот и нос и себе, и ребенку каждый раз, когда чихаете или кашляете. Также старайтесь избегать кушать из общих упаковок, вот орешки там даем, да, печеньки, всевозможные снеки, потому что другие люди, в том числе заболевшие, тоже, если касаются этого пакета или запускают туда свои руки, они опять же являются разносчиком и источником инфекции. На время нужно забыть о нашей традиции, о приветственных поцелуях в щеку, а также мы, врачи, рекомендуем избегать рукопожатий. Регулярно рекомендуем обрабатывать поверхности, к которым прикасаемся мы или ребенок. Это может быть все поверхности дома, да, кухонный стол, дверная ручка и так далее. Также имеет смысл протирать клавиатуру компьютера, экран смартфона, да и всех гаджетов, которыми мы постоянно пользуемся в нашей ежедневной жизни. Обязательно расскажите детям о мерах предосторожности от коронавируса. Надо объяснить детям, как микробы путешествуют по миру и почему так важно часто мыть руки и проветривать комнату, запуская в помещение свежий воздух. Как правильно гулять, когда риски сохраняются? Необходимо, еще раз повторюсь, соблюдать социальную дистанцию по возможности, носить маски, перчатки, особенно там, где гуляет много людей. При длительной прогулке необходимо периодически обрабатывать руки ДЭС-средствами, особенно после того, как посидели на лавочке, попользовались тренажерами или другими предметами обихода. Дети, если покатались там с горки, там на других этих увеселительных этих тренажерах, зачастую задают вопрос, стоит ли брать детей с собой в магазин или общественные места. Идти с ребенком в магазин или другие общественные места – это создавать ситуацию дополнительного риска инфицирования. Поэтому детей в такие места лучше не водить, лучше оставлять дома. Нужно ли детям носить маску? Надеть на маленького ребенка маску непросто, поэтому для детей в возрасте до 7 лет основная рекомендация – это сохранение социальной дистанции. Дети старшего возраста, подростки, конечно, маски должны носить обязательно. При этом мы понимаем, что при активных движениях, занятиях спортом, особенно в жаркую погоду, маска быстро увлажняется, в такой маске тяжело дышать, и она, как защищающее средство, перестает работать. Поэтому всем детям, независимо от возраста, необходимо подальше держаться от тех, кто является возможным носителем инфекции, соблюдать дистанцию и применять дезинфицирующие средства, если дотронулись до каких-либо поверхностей. Стандартный срок инкубации вируса у них составляет 5-7 суток. С учетом количества попавшего в организм коронавируса и индивидуальных особенностей иммунного ответа, этот период может укорачиваться до 2-3 суток или, наоборот, продлеваться до 14 дней. Рахмат Айна Бапаевна, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде ЛТР, КТРК Ала 24 Пирамида 5 канал, ошондой эле 1 радио ЛФМ радиосунун, ЛФМдин YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар. Ну, а мы напоминаем, что прямой эфир вы можете посмотреть на каналах ЛТР, КТРК Ала 24 Пирамида, 5 канал, на радиостанции ЛФМ 1 радио, на YouTube-канале и на странице Facebook МТРК ЛТР. Благодарим за внимание, берегите себя и своих близких.